В Сосногорске еще один дом обзавелся новой после капитального ремонта кровлей. Угловой дом на перекрестке улиц Ленина и Орджоникидзе сегодня осмотрела приемная комиссия. Даже невооруженным взглядом видно, что крыша этого здания особенная. Подрядчик признался, что при выполнении работ очень старался сохранить уникальность этой архитектуры. Вот эти башенки, окошки мы сохранили, все разобрали, собрали, изготовили такие же конструкции и выполнили, чтобы архитектурно дом выглядел так же, как 50 лет назад. Но только не шифером, а уже с новыми материалами. Такие старые постройки полны сюрпризов, которые просто невозможно предусмотреть на стадии проектирования, говорит подрядчик. Не обошлось без них и в этот раз. Очень сложностей много было. Выравнивали стропила, здесь они из бревен. И никаких методических документаций нету, как непосредственно делать капремонт кровли из бревен. Сами разбирали, все выравнивали по ниточке. То есть некоторые моменты приходилось на ходу что-то самим изобретать? Да. Однако, несмотря на все трудности, работа по ремонту кровли, которая началась еще в апреле, была выполнена в полном объеме и закончена в срок. У регионального оператора претензий нет. Да, действительно, крыша очень сложная. Очень много было вопросов и у заказчика, и мы тут уже подключались к этому делу. Но, в принципе, крыша сделана неплохо. В сравнении с тем, я бы сказал, даже хорошо, что было. Но главным остается все-таки мнение тех, кому предстоит жить под новой крышей. Мария Андреевна живет в этом доме уже более 20 лет. И работой мастеров она тоже довольна. Строители очень хорошие. Дай бог нам таких строителей у нас в Союзе. Не пьют ребята, не курят. По 13-14 часов в сутки работали. Дожди были. Как у себя ведет сейчас кровля? Ну, хорошо. Уже после этой стройки, конечно, вообще. У нас вообще потолок падал. Особенно вот у меня и вот тут вот соседей. То есть сейчас уже можно ремонт смело делать, ничего нигде не потечет. Да. Вот свет бы еще в подъезде сделали, сетует женщина, а то проводка уже вся старая. Жильцы строят планы на будущее, ведь когда виден положительный результат, хочется продолжать в том же направлении. Следующая неделя для нашего региона особенная. В среду, 22 августа, Республика Коми будет отмечать 97-летие. Праздничные мероприятия затронут каждый уголок нашей республики. И пройдут они как в сам день рождения, так и накануне. Концертные программы, народные гуляния, выставки и еще много разных мероприятий муниципалитеты посвятят любимому краю. С размахом день рождения региона отметит и Сосногорский район. Мы начинаем праздновать День Республики уже на этой неделе. В Центре Коми культуры у нас уже работает выставка «Таланты нашей республики», которую вы все можете посетить. 22 августа пройдет мероприятие в 14 часов. Ежегодно мы открываем торжественно доску почета. Вечерняя программа порадует наших жителей Сосногорского района целым циклом программ. Начнется он в 18 часов на площади имени Гагарина. Сосногорцев поздравят солисты Государственного театра оперы и балета Республики Коми, которые выступят с эстрадной программой. Затем праздник продолжится фестивалем электронной музыки с участием ухтинских диджеев. Апофеозом празднования 97-летия республики станет фестиваль Сосногорье, который по традиции пройдет на берегу реки в старинном селе Усть-Ухта. 26 августа на территории района состоится юбилейный 10-й национальный районный фестиваль Сосногорье. Мы этот фестиваль планируем в этом году праздновать широко и масштабно. Запланировано оно у нас как брусничное Сосногорье. Шаньга у нас будет из брусники. Много очень мастер-классов и дегустационных блюд будет связано именно с брусникой. Также в концертной программе мы будем много чего уделять этой северной ягоде. Ну и, как всегда, большая уха, выступления коллективов Сосногорского района и коллективов Ухты. Будут у нас гости из Вуктыла. Также на сцене Сосногорья с двухчасовой концертной программой выступит сыктывкарская группа «Балалайка». Мероприятия, посвященные Дню рождения республики, пройдут также во всех без исключения населенных пунктах нашего района. Форматы их очень разнообразны. Это народные гуляния и флешмобы, выставки и конкурсы и многое другое. Работники культуры уверяют, что каждый, кто захочет присоединиться к празднованию Дня республики, сможет найти себе мероприятие по душе.
2018 год объявлен в Республике Коми годом культуры. А культура – это прежде всего люди, которые ее создают, сохраняют и развивают. Без них наша жизнь, возможно, не была бы такой яркой и разнообразной. В Сосногорском районе талантливых и творческих личностей огромное количество. И одна из них – руководитель театральной студии «Пилигрим» Наталья Тацкая. С культурой Наталья Андреевна связана уже 35 лет, но в режиссеры подалась не сразу. В 3 классе поступила в музыкальную школу по классу фортепиано, и именно с этого 1 класса музыкальной школы я знаю, что я обязательно поступлю в музыкальное училище. Вот. И целенаправленно занималась, успехи были хорошие, так сказать, и педагоги мне предрекали, что, так сказать, нормально я могу, так сказать, дальше свою строить жизнь в виде посвящения ее музыке. Поэтому поступила в музыкальное училище. Первое мое образование я получила на Крайнем Севере. Я закончила Воркутинское музыкальное училище по классу фортепиано. И работала. Первую педагогическую деятельность я тоже начинала на Крайнем Севере. В 90-х годах она перебралась в Сосногорск, где продолжила работать в музыкальной школе. Однако душа требовала чего-то большего. Наталья поступила в Пермский институт искусств и культуры на театральное отделение, где и получила свое второе образование. Будучи уже на третьем курсе института, я решила перейти из музыкальной школы, то есть до сих пор я в музыкальной школе работала, решила все-таки в клубную деятельность отправиться и поступила. Тогда это был, как же назывался-то, Межпоселенческий культурный центр «Планета», это бывшая ДК ЖД в той части. Вот я поступила туда. Работать сначала была художественным руководителем, потом замдиректора по основной деятельности, но параллельно постоянно я, так сказать, режиссировала. Творческие и организаторские способности Натальи Андреевны не могли остаться незамеченными. Ей предложили возглавить не дом, а целый отдел культуры муниципалитета, которым она руководила около 5 лет. На этой должности приходилось заниматься всем, признается наша героиня. Вот только для творчества времени практически не оставалось. Контролировала строительство вот этого Дома культуры «Горизонт». И, кстати, хочу сказать, когда всегда приходила во время строительства, я мечтала, что когда закончится капитальный ремонт, я обязательно сюда приду, буду творить. Так и получилось. Вот уже больше года я работаю в «Горизонте» в качестве руководителя театрального коллектива. Наконец-то я занимаюсь своей основной деятельностью. Так сказать, училась я на руководителя театрального коллектива, сейчас он у меня есть. Сейчас мы целый год уже прошел, творческий сезон закончился. Очень удачно. У нас действительно состоялся театральный коллектив, театральная студия «Пилигрим». Сейчас у творческого коллектива в разработке много новых постановок. Уже в этом году впервые актеров пригласили в Прилуцкий район на фестиваль театрального искусства. Сейчас в данный момент меня окружают очень интересные творческие люди. Я иногда поражаюсь, насколько есть интересные, оригинальные индивидуумы у нас в Сосногорском районе. И для того, чтобы они себя проявили, вот это, я думаю, меня вдохновляет. Поэтому моя главная цель – делать что-то для них. Когда живешь для других, для себя времени практически не остается. Особенно это касается тех, кто работает в культуре. И Наталья Тацкая тому не исключение. Вся моя личная жизнь в культуре. Я прихожу с утра с 9 до 9 часов вечера, я нахожусь в стенах этого замечательного здания. Поэтому я думаю, что... И я хочу сказать, я даже не люблю, выходные не люблю. У меня единственный выходной в субботу, я его не люблю. У меня такое ощущение, что я что-то теряю за этот период времени, что он прошел бесцельно, бесследно, и я всегда сокрушаюсь. И с новыми силами встаю в воскресенье и с удовольствием иду на работу. Слава Богу, я при деле. Если человек в пределе и способен увлечь этим делом других, значит, это состоявшийся человек. И Наталью Тацкую можно смело отнести к их числу. Впереди у сосногорского режиссера много творческих планов, а у нас есть 2 пути, чтобы увидеть их реализацию. Первый – это стать постоянными и благодарными зрителями. И второй, наверное, самый интересный – стать непосредственными участниками и исполнителями этих культурных событий. Какой из них выбрать – решать вам.
нас уже есть успешный опыт работы по проектам формирования комфортной городской среды. Он был реализован отдельно в Сыктывкаре, в Воркуте, Инте, Емве, Жешерте. Я уже говорил, что мы гордимся результатами Воркуты. В этом году в программу войдут и примут участие 45 населенных пунктов республики, в том числе сельские территории численностью от 1000 человек. Мы действительно подошли комплексно в прошлом году и отремонтировали 10 дворов в одном районе. Плюс, благодаря Сергею Анатольевичу, нам были дополнительно выделены деньги на художественное оформление фасадов. 10 домов были покрашены. Плюс мы разместили так называемый музей под открытым небом. Было размещено 6 картин известных авторов из Третьяковской галереи.